Лагерь для беженцев в городе Трайскирхен самый большой в Австрии. Волонтеры раздают мигрантам одежду, детей развлекают клоуны. Саид и Амира живут здесь с начала сентября, в палатке с 6 другими выходцами из Сирии. Через какое-то время мы получим вид на жительство. А сначала мы выучим язык, поймем, как устроена эта страна, в какие магазины ходить. Это новая жизнь, о которой мы ничего не знаем. Кто-то думает, что это отдых. Наоборот, это как раз то время, когда нам нужна помощь. Саиду 27. Они с Амирой поженились всего месяц назад. Долгий путь в Австрию стал для них медовым месяцем. Впервые мы познакомились с ними на границе Греции и Македонии, где они пытались получить разрешение на транзит через территорию страны, к границе с Сербией. Я менеджер по продажам в компьютерной компании. В Сирии мне жилось неплохо. Я учил английский язык, но закончить обучение не смог, потому что началась война. Я учился в университете Дамаска. У меня был дом, машина, но все это потеряно из-за войны, из-за обстрелов «Катюш», ну вы понимаете, армия, да. Бросив все, Саид и Амира отправились на поиски жизни без войны. Попали в Европу на корабле, шли пешком и передвигались на попутках. В Сербии они попытались заплатить 1800 евро водителю, который отвез бы их напрямую в Германию. Но тот взял деньги и исчез. Саиду пришлось искать новый способ уехать. Здесь безопасно, но Сербия — это не то, о чем я мечтаю. Может быть, Бельгия или Германия, наполнить нашу жизнь, начать бизнес, найти работу, создать семью. Не знаю, это будущее, это судьба. Со второй попытки Саиду и Амире удалось пробраться в Австрию. Они пересекли границу Венгрии и там встретились с человеком, который пообещал их отвезти. Мы сели в машину, но тут сразу же подошли полицейские и вывели нас из машины. Наш водитель убежал. Мы тоже убежали и 2 часа прятались в туалете. Думали, что полиция нас найдет и снимет отпечатки пальцев. А еще я боялась, что нас разлучат и посадят в тюрьму. Теперь все позади, и молодоженам удалось найти жилье, хоть и временное. Будущее в незнакомой стране туманно, но они не теряют надежды. Катерина Кочкина, Рэй Ферланг. Настоящее время.